Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня мы заканчиваем раздел «В здоровом теле здоровый дух». Урок номер 52. Тема урока «Проверь себя». Упражнение номер 1. Прочитай пословицы, объясни их смысл. Мақалдарды оқып, оның мағынасын түсіндір. Первая пословица: двигайся больше, проживешь дольше. Көп қимылдасаң, ұзақ өмір сүресің. Это пословица о пользе движения. Вторая пословица: быстрого и ловкого болезнь не догонит. Көп қимылдасаң, ауру сені қуып жете алмайды. Значение этой пословицы: спорт, физкультура укрепляет наш организм. Упражнение номер 2. Послушай стихотворение. О чем оно? Өлеңді тыңда. Ол не туралы? Мы спортивная семья, папа, мама, брат и я. Мама любит волейбол, папа любит баскетбол. Ну а мы со старшим братом часто ходим на футбол. Старший брат мой чемпион, им гордится весь район. Сформулируй вопросы к выделенным предложениям. Ответь на них. Первый вопрос. Назови членов семьи. Папа, мама, брат и я. Второй вопрос. Что любит мама? Мама любит волейбол. Третий вопрос. Что любит папа? Папа любит баскетбол. Четвертый вопрос. Почему весь район гордится моим братом? Потому что мой старший брат чемпион. Назови виды спорта, о которых ты узнал из стихотворения. Напиши их в тетради. Виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол. Упражнение номер 3. Назови лишнее слово. Объясни, почему оно лишнее. Мына сөздердің ішінен артық сөзді тап. Неге ол артық? Түсіндір. Первое. Сыр, молоко, йогурт, яблоки. Лишнее слово яблоки, потому что это фрукт, а сыр, молоко, йогурт – это молочные продукты. Второе. Помидоры, огурцы, груши, морковь. Лишнее слово груши, потому что это фрукт, а помидоры, огурцы, морковь – это овощи. Третье. Рыба, каша, лимонад, айран. Лишнее слово лимонад, потому что это газированный напиток. Вредно для нашего здоровья. Упражнение номер 4. Вставь пропущенные слова. На какой вопрос они отвечают? Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қой. Олар қандай сұрақтарға жауап береді? Слова подсказки: вернулась, вымыла, налила, поставила. Первое предложение. Асель вернулась из школы. Вместо точек поставили слово «вернулась». Отвечает на вопрос, что сделала. Второе предложение. Она вымыла руки с мылом и пошла обедать. Вместо точек поставили слово «вымыла». Отвечает на вопрос, что сделала. Третье предложение. Асель налила суп в тарелку и поставила ее на стол. Вместо точек поставили слова «налила», «поставила». Отвечает на вопрос, что сделала. Потом налила молоко из пакета в стакан. Вместо точек поставили слово «налила». Отвечает на вопрос, что сделала. Эти все глаголы отвечают на вопрос, что сделала. Теперь выписываем из текста предлоги со словами. Из школы – предлог «из», с мылом – предлог «с», в тарелку – предлог «в», на стол – предлог «на»,
Из пакета предлог из, в стакан предлог в. Упражнение номер 5. Прочитай предложение, вставь нужные слова действия. Сөйлемдерді оқып, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қой. Первое предложение. Санат и Айбек что делают? Санат и Айбек играют в футбол. Санат пен Айбек не істеп жүр? Футбол ойнап жүр. Второе предложение. Санат и Айбек что делали? Играли в футбол. Санат пен Айбек не істеді? Футбол ойнады. Третье предложение. Санат и Айбек что будут делать? Санат и Айбек будут играть в футбол. Санат пен Айбек не істейді? Санат пен Айбек футбол ойнайды. Упражнение номер 6. Вставь слова пропущенные буквы. Напиши в тетради. Көп нүктенің орнына керекті әріптерді жаз. Дәптеріңе көшіріп жаз. Пища. Пропущена буква А. Щука. Пропущена буква У. Ёжик. Пропущена буква И. Чаща. Пропущена буква А. Малыши. Пропущена буква И. Ошибка. Пропущена буква И. Чудо. Пропущена буква О. Здесь мы должны запомнить правило ча-ща пиши с буквой А. Чу-щу пиши с буквой У. Жи-ши пиши с буквой И. Упражнение номер 7. Прочитай, что едят Санат и Адиль на завтрак. Оқы. Санат пен Адиль таңертеңгілік асқа не жейді? Завтрак друзей. Достардың таңертеңгілік асы. Санат ест на завтрак рисовую кашу. Санат таңғы асқа күріш ботқасын жейді. Пьет сладкий чай с молоком. Сүт қосылған тәтті шай ішеді. Адиль ест на завтрак вкусные бауырсаки. Адиль таңертеңгілік асқа дәмді бауырсақтар жейді. Пьет ягодный компот. Жидектен жасалған компот ішеді. Прочитай выделенные слова предметы. Подбери к ним слова-признаки. Выделенные слова кашу, чай, бауырсаки, компот. Теперь подбираем к ним слова-признаки. Кашу какую? Рисовую. Чай какой? Сладкий. Бауырсаки какие? Вкусные. Компот какой? Ягодный. Упражнение номер 8. Измени слова так, чтобы они обозначали много предметов. Напиши в тетради. Мына сөздерді көпше түрде өзгертіп жаз. Груша, груши. Яблоко, яблоки. Помидор, помидоры. Бауырсак, бауырсаки. Арбуз, арбузы. Конфета, конфеты. Упражнение номер 9. Найди в предложении ошибку. Сөйлемдегі қатені тап. На столе лежали фрукты. Груши, яблоки, помидоры, конфеты. В этом предложении ошибка. Помидоры и конфеты к фруктам не относятся. Теперь правильно напишем предложение. На столе лежали фрукты, груши, яблоки. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.